я в России и училась там же. Вот, до 1973 года. Занятия музыки начались с инициативы мамы, потому что мама этого хотела. Знаете, наверное, когда что-то родители недополучили для себя, они хотят это увидеть в своих детях. Вот, поэтому это было желание мамы. Мама у меня врач. Вот, и было огромное желание, чтобы дети имели музыкальное образование. И вот она отвела меня и еще мою сестру в музыкальную школу. Вот, конкурсы были огромнейшие. Поступить было нереально. Тем более мы только переехали в город Таганрог, это рядом с Ростовом-на-Дону, родина Чехова. Валентина Сергеевна с юных лет не терпела нечестность, несправедливость. После успешного окончания училища в этом юном возрасте Валентине Сергеевне пришлось столкнуться с несправедливостью. Во время распределения ей не дали права выбора. Меня вызывали в Компартии. Ну, вначале по комсомольской линии я получила выговор, вплоть до исключения из комсомола. Этим закончилась ситуация. Вот так вот у меня закончилось. Поэтому мне хотелось побыстрее уехать. И тут оказалась волей судьбы тем, что вот друг нашей семьи, Ольга Леонидовна Сача, она после Московской консерватории, она была распределена в Бишкек. Вот она здесь уже работала на спецкафедре, в Институт искусств. На фортепианное отделение, специально на фортепианное отделение. Здесь я его и заканчиваю. И здесь, в общем-то, получается так, что большую часть своей жизни я провела в Бишкеке. То есть я уехала где-то лет 19-18, и практически все это время нахожусь здесь. Несмотря на то, что я очень уже давно закончила, давно работаю, я почему-то, даже не знаю, наверное, сама почему, осталась в Бишкеке. Хотя уже уехали мои близкие друзья, очень много уехало. Уехали педагоги, те, у которых я училась. Практически, получается, разъехалось много моих близких людей. А я здесь осталась. И, наверное, причина этому все-таки, наверное, кроется в том, что я через какое-то время стала работать в музыкальной школе. Ее пригласили, по-моему, Лира Сейдбековна Киезбаева пригласила ее работать в школу, попробовать с детьми. До этого она не занималась с маленькими детьми, просто общее фортепиано вела. Но времена резко меняются, и, в общем, меня пригласили в эту школу, в школу номер 7, сюда на работу концертмейстером, опять-таки по причине того, что уехала их концертмейстер. А это была моя однокурсница, моя подруга. Она попросила прийти сюда на работу. Здесь тоже свои проблемы возникли в том, что не хватало педагогов, потому что все кинулись в бизнес, то есть зарабатывать как-то деньги. И, естественно, люди пытались что-то сделать, и мне пришлось на замене быть, на замене многих педагогов. То есть я не планировала работать с детьми, но так вот, с волей случая, я стала этим заниматься. И оказалось, что у нее просто дар педагога, который занимается с детьми. Потому что буквально за несколько лет, 2-3 года, уже такие результаты. А у нас как результаты? В основном по конкурсам. У нас каждый год проводятся городские, там еще потом республиканские конкурсы. И оказалось, что ее дети потом в итоге были лучшими на каждый год, на каждом конкурсе. Причем не одни и те же, а разные дети.
студентами. Основная работа моя в консерватории, все-таки как бы со студентами. Но на деле получается наоборот, что основная работа у меня получается все-таки с детьми, потому что я очень много уделяю этому внимания, и, наверное, я до сих пор поэтому нахожусь в Бишкеке. Именно на таких педагогах, как Валентина Сергеевна Роменская, держится воспитание генерации, может быть, нового поколения детей, которые были бы приобщены именно к высокому искусству. Именно ее принципиальное отношение и к воспитанию детских сердец именно в плане фортепианного искусства. Валентина Сергеевна для нас, конечно, огромная находка в педагогическом плане, потому что она человек очень творческий, со своим подходом к детям. Она легко может найти тот ключик, который раскроет индивидуальность ребенка. В прошлом году у меня дочь обучалась первый год, и за год она сделала значительные успехи. Начали с совершенно простых пьесок, со знакомства с нотной грамотой, а закончила на год, она исполняла уже концерт для фортепиано с оркестром. Причем он был написан на современные темы в таком джазовом стиле. Она со своих учеников требует просто по-настоящему. И вот удивительно то, что она умеет так их зажечь, что дети в этом возрасте, вот я даже по себе помню, что очень трудно заниматься долго. Потому что дети любят играть, они не любят долго заниматься одним и тем же. И вот как получается, что она вот прививает им любовь именно к работе, как у взрослых, любовь к тому, чтобы достичь вот действительно результатов конкретных. Когда я первый раз пришла к Валентине Сергеевне, я сразу знала, что я к ней хочу и буду у нее всегда. Я видела, я пришла сюда первый раз, и она играла свое произведение. И мне так захотелось это произведение так сыграть. Ну, она мне дала, уже сыграла. Ну, она очень добрая, красивая, умная. Ну, я люблю у нее очень заниматься. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был духовно развит, был культурно образован, помимо того, что он получил бы хорошие знания как бы в образовательной среде, но разбираться в мировых таких уровнях, например, цивилизованных достижений человечества, будь то живопись, будь то архитектура, будь то театр или классическое искусство, фортепианное искусство, камерное искусство. Я думаю, что настало время, чтобы детям это уже раскрывать. По крайней мере, я, насколько возможно, учу их прежде всего трудиться. То есть это им потом и в другом
пригодится, бесспорно. Если они будут уметь это, понимаете, прежде всего развитие. Пусть они не будут профессионалами, но это колоссально развивает детей во всех отношениях. У них душа другая, они более чуткие, и они более, понимаете, развиты, эти дети, дети, просто занимающиеся музыкой. Даже с медицинской точки зрения это очень полезно, понимаете? Это очень полезно. А когда человек приобщен, это тоже частица просто культуры, понимаете? И то, что дети этим занимаются, это уже хорошо. Что сейчас все привыкли быстро результат получать. А это очень трудоемко, и результат очень нескорый. Очень нескорый. То есть результат приходит значительно позже. А все сейчас и родители, вот в основном, конечно, хотят молниеносного, то есть результата. А за фортепиано так не бывает. Удивительно бескорыстный человек, вот бессребренник, понимаете? Вот таких людей вообще почти нет сейчас. Сейчас настолько практичны все думают о своей выгоде, о том, как заработать побольше деньги и найти работу такую. Вот совершенно как бы из другого мира человек. И занятие музыкой для нее это вообще смысл жизни. Вот занятия, она и настолько их любит. У нее есть дети из малообеспеченных семей. Богатым, например, духовным наследием мы можем гордиться, но в то же время разбазаривание многими кадрами, что происходило, вот, может быть, в 80-е, 90-е годы, например, педагогической вот среде, потому что многие педагоги уезжали именно вот с нашей республики, то я считаю, что это, скорее всего, оно внесло большой урон. В мое время, я в счастливое время, в общем-то, училась, потому что это была большая заинтересованность, были высококлассные преподаватели. А вот сейчас их просто, они есть, бесспорно, но их мало. Тогда их было гораздо больше. Гораздо больше. А все уехали. Все практически разъехались. Они сейчас и по миру разбросаны, и в разных странах работают. Педагог очень творческий, дает возможность детям раскрыться, выступить на конкурсах. Это достаточно сложное такое дело, потому что подготовить ребенка к конкурсу – это огромный-огромный труд. Мне бы хотелось съездить не в Бишкеке, как я своим детям говорю, в Бишкеке. Это в Бишкеке вы тут звездите, когда вот. А выйдете за чертой Бишкека, вы будете нулем. Вот. Попробовать силы за пределами республики. Вот что я хотела бы. Вместе с детьми? Ну, естественно. За пределами республики. Попробовать. И есть у меня уже дети, которые, вот та же Лелия Санбекова, которые уже пора бы попробовать свои силы где-то на более серьезных, скажем, конкурсах, фестивалях, вот, выехать. Ну, тут проблемы, конечно, и финансовые, и, ну, всякие бывают. Ну, пробовать надо. Пробовать надо. Что уж получится, не знаю, вот, потому что ну, я-то прекрасно понимаю, какой уровень. Тем более я бываю в России, я бываю в Москве.
акцент делайте на том, что чтобы ребенок выходил достойно на всевозможные международные конкурсы. Это требует, конечно же, кропотливого труда, кропотливой работы над ребенком, и чтобы ребенок сам понимал, что он действительно достойно может выступить на всевозможных конкурсах, как в России, в Казахстане или там в мире, например. Я думаю, что ее ученики уже могут как бы достойно представлять Кыргызстан на всевозможных фестивалях и конкурсах. Человек очень добрый по натуре, очень внимательный, заботливый. Ее дети, те, кто учится у нее в классе, очень дружны между собой. Это тоже немаловажно. Она всегда находит для них общие интересы. Они могут вместе, например, если чуть-чуть постарше класса или встречаются в одном классе 2 человека, то они исполняют одинаковые произведения с очень такой продуманной педагогической целью. Они могут и работать одновременно, и показать друг другу, что может получиться лучше или хуже. И Валентина Сергеевна, работая с одним рядом с ребенком, может другому показать, что вот смотри, вот здесь вот так. И вот со стороны как бы ребенок играет один, а другой видит будто бы себя со стороны. И больше всего на свете я ценю человеческие отношения. Порядочность, искренность, честность. Не признаю предательства и не прощаю его. Хотя и сама же тоже от этого страдаю. Ну так вот, мне же это, как говорится, бумерангом возвращается. Валентина Сергеевна все-таки остается как бы, знаете, незамеченной вот в этих, как сказать, в общественных каких-то неразберихах, потому что очень жалко, что она влачит какое-то, знаете, недостойное высокому званию как педагога, именно высокое вот такое существование у нас в республике, потому что именно такие педагоги должны быть действительно обласканы, мне кажется, государством, потому что именно такие люди действительно являются достоянием, потому что наши дети все-таки должны воспитываться у хороших педагогов, помимо того, что мы все хотим этого. И при этом очень обидно, что человек живет просто в невыносимых условиях. Вот у нее нет, даже то, что у нее было общежитие, комната в общежитии. Это ведь так мало. Она такой нетребовательный к себе человек, и никогда не пойдет и не попросит. И никто не поинтересуется, вот как живет этот человек, который трудится вот действительно во славу нашей республики. Она столько дает детям, вообще музыкальному искусству. И при этом вот, да, нашему, конечно. И вот, не знаю, сейчас даже эту комнату у нее отобрали, к сожалению. Не знаю, как-то по каким законам, я не знаю, что это. И вот, конечно, она очень нуждается вот в помощи, в поддержке. Таких людей очень мало. Она могла бы, как другие, уехать уже давно, но она же осталась, она любит нашу страну, она любит это дело, и поэтому я думаю, что надо ей обязательно помочь. Именно дети должны нести в перспективе то духовное наследие и, может быть, приобщать новое
потому что мы, как Кыргызстан, как государство, все равно входим в общую, как бы сказать, мировое пространство в культуре. Все равно считаю, что я и студентам своим говорю, и вот, что все равно придет то время, когда будет цениться профессионализм, понимаете? Будет, бесспорно. Образование и профессионализм. Как это должно быть по-настоящему. Это будет.